эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего четверга. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Помощь регионам в борьбе с коронавирусом Айсен Николаев обсудил на совещании с полпредом президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Якутия готова принять вакцину от COVID-19. Спецусловия создали и в районах республики. Более 100 больных коронавирусом проходят лечение в Алданском районе. Также на карантин закрыты некоторые учреждения. В Мирном открылся новый IT-центр. Это уже 7-е современное пространство на территории региона. А в Ленске организовали новую пекарню. Производством кондитерки займется индивидуальный предприниматель. 30 лет исполнилось Республиканскому реабилитационному центру для детей и подростков «Сувак» в Нерюнгринском районе. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента на Дальнем Востоке Юрии Трутневе. В повестку заседания включены вопросы, касающиеся обсуждения мер по оказанию помощи регионам Дальнего Востока в работе по профилактике и лечению коронавируса, модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в части расширения их пропускных способностей и другие вопросы. Теперь об эпидобстановке. 205 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Якутии за сутки, 36 из них носители. Таковы официальные данные регионального оперштаба. В столице республики 95 случаев. Наибольший прирост числа заболевших наблюдается в Алданском и Нерюнгринском районах. Продолжается выявляться в большом количестве, больше 10 случаев в Нерюнгринском и Алданском районе. И, соответственно, сегодня у нас среди районов, которые ранее не давали такого большого количества случаев, выявился Амгинский район, в котором, так же как и в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, выявилось по 7 случаев. Особое внимание я бы хотела обратить и жителей, и органов власти на Тампонский Улус-район, в котором выявлено достаточное количество сегодня случаев. Необходимо, соответственно, как усилить меры санитарной безопасности, так и, соответственно, нами даны указания по усилению, в том числе, оказания медицинской помощи. Технические условия в центральных районных больницах и на станциях переливания крови в республике созданы для начала массовой вакцинации от коронавируса. Как отметила замруководителя оперативного штаба Ольга Балапкина, в целом Якутия отвечает требованиям по хранению и использованию вакцин. После того, как будет проведена маркировка вакцины, мы начнем отрабатывать уже непосредственно по спискам, которые сдали нам амбулаторно-поликлинические звенья города Якутска, для того, чтобы начать вакцинацию наших врачей. Соответственно, после того, как будут провакцинированы наши врачи, следующая партия с Российской Федерации также будет поступать. И дальше по списку врачи, социальные работники, учителя. Далее определены группы, которые относятся к лицам с хроническими заболеваниями, в том числе и старше 65 лет. Определен круг лиц сегодня Минздравом Российской Федерации и четкий порядок, о котором мы регулярно будем извещать наше население. Первую вакцину от коронавируса поставили в Якутию в сентябре. Тогда она предназначалась для медработников, которые находятся в непосредственном контакте с заболевшими. О новой партии вакцины для Якутии расскажет Агафья Гоголева. Вакцина имеет ряд противопоказаний. Это гиперчувствительность к компонентам, аллергические реакции, беременность, грудное вскармливание, возраст до 18 лет. По словам медсотрудников, сразу после процедуры могут возникать местные реакции. Первые 2 дня может быть гриппоподобное состояние у человека. Это может повышение температуры тела, озноб, миалгия, артралгия. Но это побочные действия проходят через 1-2 дня. В целом вся процедура получения вакцины занимает около часа. Туда входит осмотр врача, разморозка вакцины и наблюдение за состоянием после прививки. Перед тем, как получить вакцину, конечно, непосредственно проходят медицинское наблюдение у терапевта. Терапевт дает допуск, там пациенты заполняют анкету и согласие. Потом получают, вакцинируются первым компонентом, а по истечении 3 недель уже получает второй компонент.
Первой вакцину «Спутник Ви» получила педиатр поликлиники номер 1 Туяра Бурнашова. Несмотря на волнение, она уверена, вакцина – главное оружие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, первую вот эту вакцинацию получаем мы, медики, потому что работаем в самом очаге, можно сказать, этой инфекции. Поэтому нам необходима эта вакцинация. Но после вакцинации чувствую себя нормально, она даже безболезненная, можно сказать. Напомним, первую партию вакцины, состоящую из 42 доз, поставили медицинским сотрудникам еще в сентябре, тем, кто непосредственно работает с больными. В конце декабря ожидается еще одна партия. А для населения вакцину планируют доставить уже в следующем году. Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. В инфекционном отделении Алданской ЦРБ с диагнозом COVID-19 находится порядка 100 человек. Наш корреспондент Татьяна Вахнина подробнее о эпидобстановке. Вот так теперь обрабатывают руки пациенты городской поликлиники и детской консультации. Новые санитайзеры были установлены в холлах несколько дней назад. Отлично работает. Очень понравилось. Сенсорные датчики реагируют на движение, и распылитель брызгает на руки дезинфицирующую жидкость. Она не имеет запаха, санитайзер заправляется хлоргексидином. Удивить способны новые модификации, но не наличие обеззараживателей как таковых. Обработка рук, как и средства индивидуальной защиты, прочно вошли в жизнь. Да, действительно, все-таки самосознание и, скажем так, внутренняя ответственность среди жителей Алданского района, она повысилась. Мы видим, что действительно и в магазинах, и в местах массового пребывания людей соблюдается масочный режим. Мы видим, что стараются соблюдать и социальное дистанцирование. В Якутии Алданский район в числе антилидеров по выявлению COVID-19. Ежедневно подтверждается от 5 до 10 случаев заболевания. В настоящее время в инфекционном отделении с установленным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» находится почти 100 человек. Все необходимые мероприятия по отношению к данным пациентам проводятся телемедицинские консультации и, соответственно, терапия. К сожалению, большинство пациентов – это как раз-таки наши граждане старше 50 лет. Люди преклонного возраста составляют основную группу риска. Впрочем, иные возрастные категории ковид также не щадит. По данным районного департамента образования, на 9 декабря карантин введен в 15 классах 8 школ. На дистанционном обучении находятся школьники отдаленного поселка Угаян и воспитанники Алданского центра семейного устройства. Татьяна Вахнина, Алдан. Сейчас короткая реклама и смотрите далее в программе. В Мирном открылся новый IT-центр. Ленский предприниматель организовала собственную пекарню. 30 лет исполнилось Республиканскому реабилитационному центру для детей и подростков в Нерюнгринском районе. Это итоги дня. Продолжаем программу. Движение по автозимнику Махсагалох-Качикацы открылось в Якутии. Об этом сообщили в администрации Хангаласского района. Допустимая грузоподъемность до 3 тонн. Стоянка одного и более авто на льду запрещена, говорится в сообщении. Ответственность за содержание временного автозимника возложили на компанию «Альянс». А в Якутске из-за обилия осадков снегоуборочная техника едва справляется с работой. При этом она ведется круглосуточно. С октября снега выпало больше среднегодовой нормы. К тому же в Якутске ежегодно увеличивается площадь убираемых дорог. В столице строят новые магистрали и принимают на баланс бесхозяйные объекты. Как итог, в этом году площадь уборки увеличилась на 78 тысяч квадратных метров. Удастся ли обеспечить их должным обслуживанием, выясняла Юлия Михайлова. Вдоль всей улицы Хабарова снег готовят к отгрузке на полигон. Работники Якутдорстроя с помощью лопат и техники собирают снег у края дорожного полотна. Каждые 30 минут подъезжают самосвалы. Одна грузовая машина вмещает 16 кубометров снега. Самое трудное – это ждать на морозе машину, чтобы его загрузить. А остальное, как все работают, так и работают. Снежные заносы одновременно в разных местах города и пригородных селах днем убирают 5 бригад, ночью 6. Каждый поток обслуживают 1 снегопогрузчик, 5 самосвалов. Одновременно производится мехподметание. Ведется бесперебойная уборка улично-городских сетей города Якутска.
Задействовано 78 единиц техники, снегопогрузчики, КАМАЗы, самосвалы. На сегодняшний день вывезено 127,5 тысяч кубометров снега. То есть это за зимний период с октября по декабрь. В зависимости тоже от осадков. Потому что бывает то, что мы в субботу и воскресенье работаем. Сейчас мы работаем практически без выходных. И днем, и ночью на полигон следуют вереницей самосвалов. За одни сутки здесь выгружают 1500 кубометров снега. Только за первую неделю декабря на полигон доставили 27,5 тысяч кубометров. А с начала зимы свыше 129 тысяч кубических метров снежных сугробов. И это не предел. Нынешняя зима отличается обилием осадков. Однозначно осадков больше в этом году. Если в прошлом году у нас на ноябрь месяц было вывезено 59 тысяч кубометров снега, то в этом году 63-64 тысячи кубометров снега было вывезено. С 2021 года в городском округе объявлена трехлетка благоустройства. На финансирование мероприятий будет ежегодно дополнительно закладываться порядка 200 миллионов рублей. Часть этих средств также пойдет на ремонт и содержание городских улиц, дворов, проездов и других общественных пространств. Юлия Михайлова, Павел Пахомов, Якутск. Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. По мнению экспертов, этот процесс в России ведет к затормаживанию многих проектов. В регионах страны сегодня проводятся семинары по противодействию коррупции. В Якутске площадкой для семинара стало общественное пространство «Точка кипения». А к онлайн-трансляции подключилось более 300 человек. Во время семинара рассматриваются различные варианты проявления коррупции, а спикеры, как якутские, так и федеральные, отмечают на важные и сложные вопросы тех, кто уже столкнулся с этим явлением. И далеко не все те люди, которых мы условно можем назвать коррупционерами, это те, кто совершил те или иные правонарушения со злым умыслом или из корыстных соображений. Иногда бывает так, что действия руководителя, они напрямую и всецело зависят от непосредственных исполнителей того или иного процесса. Поэтому, конечно, большое внимание нужно уделять непосредственно повышению квалификации работников учреждений, которые проводят закупочную деятельность. В городе Мирном открылся новый IT-центр. Это уже 7-е современное пространство на территории региона. О его задачах готова рассказать Марфирина Алексеева. IT-центр расположился в здании детского центра дополнительного образования. Это небольшой кабинет, оснащенный 9 рабочими местами и интерактивной доской. Помимо рабочей зоны имеется уголок релакса, где можно перекусить, выпить кофе или просто удобно расположиться у окна. Центр создан для того, чтобы активные и талантливые люди смогли реализовать свои идеи. Сотрудники центра предлагают своим резидентам современную техническую инфраструктуру, финансовую, научную и юридическую поддержку. И воспользоваться этими услугами и обзавестись оснащенным рабочим местом совершенно бесплатно может любой желающий. Например, сейчас все знают, что у нас в Мирном тяжелая ситуация по рабочим местам, идут сокращения в организациях, предприятиях, и мы надеемся, что есть люди, которые будут заинтересованы в СМИ и не будут бояться поменять свою деятельность основную, да, и придут к нам и смогут обучиться каким-то определенным программам. Это будут новые рабочие места для жителей Мирнинского района. Это также оказание услуг населению в сфере обучения их новым образовательным программам, которые дают новые компетенции именно в сфере информационных технологий. Кабинет оснащен умным голосовым помощником Айта, которую разработал резидент центра. Скажите, чем вам помочь? Айта, включи логотип. Включаю логотип. Айта, включи основное освещение. Включаю основное освещение. Вместе все посовещались, но Айта это как бы IT, то есть IT-центр. Вообще можно там автоматизировать вообще все. Например, сделать датчик протечки воды, датчик протечки газа, например, можно сделать. То есть это все управляться будет через смартфон, оповещаться тоже через смартфон.
также протечки газа, либо протечки воды можно также устранять. Кроме реализации различных проектов, в центре будут проводиться обучающие курсы. На сегодняшний день ведется набор групп по курсам создания интерьера кухни и авторской мебели в программе SketchUp. Также можно обучиться созданию новогодних иллюстраций, открыток или Google презентаций. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Якутские врачи будут ездить на машинах «Алроса». Всего компания передала в распоряжение якутских медучреждений 6 автомобилей, 2 из которых достались Республиканской клинической больнице номер 3. Подробнее в сюжете Саргланы Неустроевой. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, куда едете? Я еду на процедуру делать кардиограмму пациентам тяжело больным. Вызов срочный был? Вызов срочный, только полчаса назад поступила, и вот спешим, мы уже едем. Всего за Республиканской клинической больницей номер 3 закреплено более 12 тысяч пациентов, в том числе из отдаленных районов города. Это Марха, Жатай, ДСК и даже Хатасы. Среди них много и лежачих пациентов. Однако в связи с возросшим количеством заявок на выезд справляться с такой нагрузкой медперсоналу стало нелегко. Врачи у нас осматривают, активно наблюдают, а также проводят паллиативную медицинскую помощь. Да? В этом мы хорошо распланировали время работы, составили такой четкий график работы, и действительно очень быстро все обслуживается, все укладывается во время. Кроме того, заведующая подчеркивает, водители не работают в красной зоне и приняты все меры для обеспечения их безопасности. А тем временем «Алроса» полностью обеспечивает транспортные средства топливом и всеми расходными материалами. Мы видим, как у нас врачи работают, и в этой связи мы решили их поддержать с точки зрения того, чтобы повысить мобильность наших врачей, для того, чтобы они могли обеспечить более широкий охват и доступность медицинских услуг на дому. Я думаю, это пример социально ответственного ведения бизнеса, и мы призываем наших коллег, смежников, также помочь оказать содействие нашим врачам. Это не первый жест помощи от алмазодобытчика. С марта текущего года десятки машин автопарка «Алроса» были задействованы для оказания помощи медикам. Конкретно эти авто были переданы медучреждениям на 2 месяца. Но, по словам представителей компании, в случае необходимости возможно продление этого срока. Сарглана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. В этом месяце в Ленске открылась новая пекарня. Производством хлеба и кондитерских изделий занялась индивидуальный предприниматель Ирина Лапина. С ней пообщалась наш корреспондент Светлана Балеева. Пекарня расположилась в самом центре города, поэтому пройти мимо просто невозможно. Европейский дизайн, запах свежей выпечки и ее разнообразие не оставят равнодушным никого. Появляется желание попробовать все. Более десятков видов хлеба на самый изысканный вкус. Торты, пирожные, слойки, пышные круассаны, воздушные десерты. Это рай для сладкоежек. Также для любителей быстрого и сытного перекуса большой выбор сэндвичей с разными вкусами, мясных и рыбных пирогов. К чаю очень много, большой выбор. Кофе с собой, чай с собой. И бутерброды, кондитерка, полуфабрикаты. Полуфабрикаты – это у нас большой выбор пельменей, вареников, голубцы и манты. Сегодня предприятие только начало свое развитие. На благо его трудится небольшой коллектив, всего 6 человек. Все они профессионалы своего дела. Руководит процессом и сама принимает непосредственное участие в приготовлении кондитерских изделий предприниматель Ирина Лапина. Рабочий день на пекарне начинается в 5 утра. Первым делом замешивается тесто. Я прихожу зранку в 5 часов утра и начинаю взвешивать сырье на весах. Потом уже закладаю все в тефтомес, доливаю воду по рецептуре. Все зависит от меня. Как я замешу хлеб, такой будет хлеб на производстве. Работа в цехе кипит до вечера. Кто-то печет хлеб, кто-то занят приготовлением пирогов, кто-то кропотливо трудится над пирожными. Тут же вся продукция с пылу с жару поступает на прилавок фирменного магазина. Мы, например, открыты, грубо говоря, неделю, но у нас поток людей с самого утра и до самого вечера. Соответственно, у нас поставки 3 раза в день, утром, в обед и вечером. Как бы всегда все свежее. А что больше всего пользуется спросом? Все. Кто-то что-то любит сладкое, кто-то хлеб, кто-то печеное, кто-то любит заморозку, у нас своя заморозка. Все спросом, каждому свое.
Если что-то остается, мы вечером это идем на списание, нас увозят, чтобы на второй день это не остается. Как уже сказала Валерия, ленчане с самого утра заглядывают в пекарню, чтобы по пути на работу купить свежий кофе и вкусный завтрак. Есть уже и постоянные покупатели. Многие из них выбрали для себя определенный сорт хлеба, в том числе и сами работники. Много всего. Самое, что мне безумно понравилось, это альпийский хлеб. Он с морковкой и зернышками идет. Либо чиабатта с сыром. Самый популярный у нас. Очень вкусно. Мы тоже не удержались и попробовали хит-продаж ароматный хлеб чиабатту. И хотим сказать, что это действительно вкусно. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутия сегодня присоединилась к всероссийской акции «Забивай культурно», посвященной Всемирному дню футбола. Она прошла на площадке общественного пространства «Арена-31» по улице Халтурина. Организаторами выступили члены общественного движения «Молодежка ОНФ». Для учащихся городских школ и спортивных клубов с соблюдением всех мер безопасности провели мастер-классы, беседу и встречу с интересными людьми, которые развивают этот вид спорта у нас в регионе. Мы пригласили футбольных фристайлеров, пригласили ребят из ДЮСШ, заслуженного тренера Самкова Анатолия Михайловича пригласили, чтобы они провели мастер-класс. Мы это все, соответственно, максимально будем показывать молодежи в социальных сетях. Ну и, соответственно, сами неплохо проведем время, займемся спортом и вспомним азы футбола. Тем самым мы отмечаем этот действительно очень важный для спортсменов, для футбольного мира праздник. Сейчас Петр Говоров у нас молодежи показывает, что такое футбольный фристайлер, его, соответственно, азы. Также ребята покажут, как проходит тренировка в ДЮСШ, то есть по ведению мяча, правильные пасы. 30 лет исполнилось Республиканскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «Сувак». Начав первыми в России применять верботональную систему реабилитации, в учреждении заложили и собственные традиции. О них в материале Екатерины Павловой. 30 лет специалисты СУВАГа помогают каждому ребенку раскрыть потенциал, почувствовать свои безграничные возможности, а взрослым научиться эффективным методам взаимодействия с особенными детьми. За годы работы центр помог реабилитировать более 5000 детей. Спасибо, школа, за таких дорогих учителей, что помогли нам все время развиваться. Я не забуду СУВАГ спустя хоть сколько лет. Сегодня в центре СУВАГ дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья получают квалифицированную комплексную психолого-медико-педагогическую помощь. Благодаря поддержке Министерства труда и социального развития республики родители с детьми имеют возможность приезжать в СУВАГ из разных уголков республики. Зинаида Максимова работала в центре СУВАГ 22 года, 17 из них руководила. В юбилей Зинаида Семеновна вспоминает, как все начиналось. Сначала была боль. И собрались мамы, у детей которых не могли слышать и не знали, что делать. Но была среди нас очень деятельная мама, Калюжная Мария Николаевна. С ее стараниями была организована группа в детском саду. Потом с помощью детского фонда имени Ленина были найдены деньги и получили возможность обучить нас, специалистов, в Загребе, реабилитационном центре СУВАГ. Сегодня СУВАГом руководит Галина Андросова. Выполняет свое благородное дело 90 сотрудников центра. В связи с введением ограничительных мер центр работает в нескольких направлениях. Организована работа изолятора для детей и подростков Нерюнгринского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С мая месяца ведется дистанционная реабилитация детей. Ей охвачено порядка 800 детей из всей республики. Лиса. Хитрая. Лиса – это животное. Да, и еще хитрая. Да. И проходит очная медицинская реабилитация с соблюдением всех мер санитарно-противоэпидемического режима. Сотрудники центра в очередной раз доказали, что им любое дело по плечу. Смогли перестроиться, проявить гибкость и научиться чему-то новому ради главной цели – помощи нашим детям, их реабилитации и развитию. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Это были главные события четверга. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.